О событиях понедельника, 26 января в прямом эфире расскажет информационная служба новостей. В студии Сайхан Цинцаев. Здравствуйте. Как живет сельское хозяйство в условиях кризиса? Чеченские аграрии подводят итоги прошедшего года. Звездные карты, небесная механика и приборостроение. Я пересмотрел все на небе. Галактики, планеты, Луну, кометы. Житель Русмартана занимается сборкой телескопов. Вечер большого спорта. Фестиваль «Боевое искусство», в рамках которого и проходит сегодняшний турнир, направлен на развитие спорта в регионах. И фестиваль уже дает свои плоды. В Толстой юрте состоялся республиканский турнир по смешанным единоборствам. Глава Чечни посетил одно из самых маленьких сел в республике. В высокогорном Хуландое живут всего 3 семьи. Ранее, узнав о сложном положении сельчан, он поручил помочь им в строительстве жилья. Так что в этот раз гостей из столицы принимали в новых современных домах. Все подробности визита у Адама Хаджиева. Одно из самых отдаленных чеченских сел Хуландой находится в Шаройском районе. Оно расположено на берегу реки Шара-Аргун, на стыке Чечни, Грузии и Дагестана. Глава республики, любитель активного отдыха в этих живописнейших местах не впервой. В декабре 2011 года он приезжал сюда и был приятно удивлен встрече с местными жителями. К началу военных событий в Хуландое насчитывалось около 40 семей, теперь осталось только 3. Зайтаевых, Мулаевых и Алиевых можно назвать старожилами села. Они проживают в Хуландое еще с 1981 года. Даже 2 военные кампании не спугнули жителей, они остались на своей земле. Приятной новостью для сельчан стало решение главы республики построить для них новые дома. Недоступное место вот, а нет, куда их хочешь. لا ايش ذا ليش خيل سمع ايش عريقه هذا تقوي سماير وش تنبع وش عملت جات يوم بالنا يحقق شو يتخيل بلا اشتعبهم خلصي مخديده لا تصير دور ده انت خلاص جيش قال خير جيش قال Сказано, сделано. 3 семьи, проживающих в селе, уже обустроили свои новые дома. А чтобы поздравить с новосельем, к ним приехал лично Рамзан Кадыров вместе с супругой Медни. Беседуя с сельчанами, Рамзан Кадыров узнал и об их проблемах. Волки нападают на крупный рогатый скот. Из-за их вылазок только одна семья понесла ущерб в 13 голов. Штук 20, Рассказали жители и о трудностях из-за отсутствия дорог. Рамзан Кадыров отметил, что этот вопрос в скором времени разрешится. Пожаловались они и на проблемы, связанные с передвижением. Из-за строгого пропускного режима съездить к родственникам становится настоящим испытанием. Глава республики обещал наладить взаимодействие с представителями пограничной службы. Прямо посреди величественных гор организовали пикник. К нему присоединилась и супруга главы республики Медни. На столе только экологически чистые продукты: свежая форель, вареное мясо, ароматный бульон. Обед выдался на славу. Свежий морозный воздух и невероятные виды скалистых гор поднимают настроение. И совсем непонятным становится, отчего же люди стремятся выехать за пределы региона и даже России, если красота от них совсем недалеко. В ходе своей поездки Рамзан Кадыров провел совместную тренировку на открытом воздухе с чемпионом мира по универсальному бою и чемпионом Москвы по боевому самбо Абдулкеримом Эддиловым. Нужно отметить, что условия высокогорья прекрасно подходят для подготовки спортсменов самых разных видов.
Активный отдых главы республики в Ведучи продолжился рыбалкой. Вместе с соратниками и супругой Рамзан Кадыров немного порыбачил в горной реке. Несмотря на мелководье, глава сумел поймать приличный улов и накормить своих гостей аппетитной, а главное – полезной и экологически чистой едой. В меню национальное блюдо хингалш и свежая рыба. Кулинарные способности Рамзана Кадырова оценили по достоинству. Всем все понравилось. Адем Каджиев, Магомед Салтымурадов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Вопросами противодействия терроризму и экстремизму, а также патриотическим воспитанием подрастающего поколения займутся специальные советы. Они созданы по поручению главы Чечни в 4 районах Грозного. В их состав вошли начальники РОВД, руководители территориальных округов, кадии и старейшины. Цели и задачи совета обсуждали на расширенном совещании в мэрии. В числе приоритетных задач также профилактика вовлечения молодежи в преступную сферу и духовно-нравственная работа. Мэр Грозного призвал всех серьезно отнестись к поставленным перед ними задачам. 14 февраля правительство совещание Халия, Уэльмелбин Болболха, 13 февраля полностью Уахина отчет аппарат мэрии предоставит Айзеру. Ежедневно Хаурдина Бин Болболх из шаги еще в курсе Халия, Болха Сабичи, Асчулбика, Апачоломбийца, но все равно Харлабок, что так это такое. В Курчелове прошел вечер нашида. В религиозное песнопение исполнили активистки клуба «Иман». Послушать их пришли глава администрации района, духовенство и ученики районных школ. Представительницы мусульманского клуба вручили им благодарственные письма. Религиозный вечер продолжился с чтением салаватов, которые девушки произносили по пути к центральной мечети. Здесь же более 1000 школьников стали таким образом, что образовали собой имя лучшего из людей. Совершили здесь и обряд зикр. Как отразился экономический кризис на аграрном секторе республики? В Минсельхозе подвели итоги прошедшего года. Здесь отметили, что некоторые отрасли сельского хозяйства пострадали в результате финансовых проблем в стране. Однако есть и хорошие новости. Тему продолжит Зура Саламова. Из 1 миллиона гектаров сельхозугодий республики используется лишь около 300. Если раньше по выработке лидировали Очхомартановский, Сунжинский и Грозненский районы, то сегодня они в конце списка. Подводя итоги года, были озвучены успехи и неудачи агропромышленного комплекса за 2014. Несмотря на высокие показатели, есть поле для роста, отметил Муса Дадаев. Отразился на сельхоздеятельность республики и финансовый кризис. Если в 2014-м министерство участвовало в 28 направлениях госпрограмм, то в прошлом году только в 19. Несмотря на это, удалось привлечь из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей. Неблагоприятно сказался год и на отрасль растениеводства. Из-за известного нам ЗАС, каким он тяжелым был, поэтому в растениеводстве нам не совсем удалось добиться этих успехов. Но, тем не менее, индикаторы по закладке винограда, маточного поголовья овец и табунных лошадей, по воду мелиорированных площадей, жилья, водоснабжения, газификации нами были в полном объеме выполнены. Однако есть и хорошие новости. Юбилейная выставка «Золотая осень» оказалась для Чеченской Республики урожайной. Госхоз Центаройский был награжден дипломом золотой медалью за достижение высоких показателей в селекционно-племенной работе в животноводстве. Сразу 4 медали, среди которых 1 высшего достоинства, получили специалисты, которые вывели новые сорта винограда. Золотой медалью за высокие достижения в области растениеводства по выращиванию элитного сорта пшеницы была отмечена продукция компании «Стандарт С». Ей же досталось и серебро в номинации «Экологически чистый продукт». Высшей наградой конкурса было отмечено правительство Чеченской Республики. Сегодня состоялось награждение победителей выставки и лучших сотрудников по итогам ушедшего года. Зура Саламова, Джамал Хаджалиев. Новости.
Зарегистрировать права на квартиру в России можно будет через интернет. Росреестр объявил о запуске в марте электронной регистрации прав на недвижимость. Таким образом, все основные государственные услуги органа будут оказываться в электронном виде. Подробнее об изменениях расскажет Луиза Батыжева. Регистрация права на приобретенную квартиру в электронном виде стала возможной с начала этого года. Теперь документы можно подать через интернет благодаря внедрению Росреестром нового программного обеспечения. В ведомстве создали все условия для повышения качества госуслуг. Сократились трудозатраты наших сотрудников, которые были связаны с распечатыванием, с постановкой штампов, подписей на разделах ЕГРП. Теперь это все делается фактически автоматически путем проставления электронно-цифровой подписи. Таким образом, граждане и представители бизнеса смогут получить в электронном виде все основные услуги Росреестра. Это удобно для заявителей, экономит их время, позволяет минимизировать бумажный документооборот при получении услуг. Законодатель также внес изменения в сроки в соответствии с дорожной картой, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации. И с 2015 года у нас теперь срок осуществления государственной регистрации составляет 10 рабочих дней. Нотариальные сделки в силу того, что нотариусы у нас обладают определенной компетенцией, также сократились и составляют 3 рабочих дня. Переход на введение единого государственного реестра прав на недвижимое имущество в электронном виде осуществлен во всех территориальных органах Росреестра. В новых правилах исключено дублирование сведений об объектах недвижимости и их правообладателях, содержащихся в иных базовых государственных информационных ресурсах. Луиза Батыжева, Султан Умаров, Джамлейл Хаджалиев. Новости. Как сохранить и приумножить исторический фонд Чеченской Республики? Об этом говорили на научно-практической конференции, которая прошла на базе спортивно-туристического комплекса Кизиной-Ам. Ее организовал Комитет правительства по туризму. Именитые чеченские историки смогли обменяться точками зрения и выработать план действий. Они предложили собрать все упоминания о Чечне как в российских фондах, так и зарубежных. Ученые решили проводить подобные встречи регулярно и в будущем приглашать специалистов из других регионов. Мы должны знать свою историю. И, на мой взгляд, это, наверное, одна из важнейших тем, которые должны сегодня заниматься и правительство. И наша задача, наша попытка подсказать, что в этом направлении мы помощники правительству. Песни, нарушающие хоть одно требование Минкульта, не будут допускаться в эфиры радиостанции. Министр культуры Хошбауди Дааев с инспекцией посетил рабочую группу по приведению музыкального эфира телерадиокомпании региона в соответствии с профессиональными и нравственными критериями. Здесь он обсудил правила отбора песен согласно вайнахскому менталитету. Так, уж Салахан Ирина приобладающий большинство церквей, так постепенно tapayta на киеч мукамте, киеч инструменте, киеч хазарте, киеч та алерте или алерте доллар, я должен. После министр посетил детскую школу искусств в поселке Кирова. По словам директора, на постоянном обучении здесь находится более 200 учеников. Осмотрев классы и оборудование, Даев остался доволен работой учреждения. Также представитель культуры наградил новым автомобилем марки ГАЗ, загруженным музыкальным оборудованием, департамент культуры в знак благодарности за проделанную работу. Урус-Мартан теперь не будет пропускать ни одной новинки киноиндустрии. В городе открыли новый современный кинотеатр, рассчитанный на 700 мест. Насладиться кинопремьерами зрители смогут в формате 3D с качественным звуком. На первом сеансе побывала Алевтина Банадыкова. Открытие премьерного кинотеатра «Мартан» ждали все жители района. Это ни много ни мало, более 150 тысяч человек в течение месяца здесь делали косметический ремонт и устанавливали оборудование для показа 3D-фильмов. Современный кинозал в Урус-Мартане – это еще один шаг в развитии кинопроката республики. Чем сегодня гордятся представители чеченской кинокомпании, так это оборудованием, соответствующим мировым стандартам. Ведь только в этом случае возможен показ премьер. Кстати, как и по всей стране, так и здесь они будут проходить в один день. Самые благоприятные условия нам были здесь созданы.
И вот мы здесь открыли, это на самом деле примерный кинотеатр. Даже по Северному Кавказу мало где в районах есть примерные кинотеатры. Ценовая политика государственного управления по кинематографии Министерством культуры специально сделана такая, чтобы народ мог ходить в это кино. Цены и правда удивляют. Так за удовольствие посмотреть новинки кино можно будет заплатить всего лишь 100 или 150 рублей. И это еще, как говорится, только начало. В скором времени в Урус-Мартане появится и современный развлекательный центр. Переговоры с инвесторами уже прошли, причем довольно успешно. Они в ближайшее время начнут тоже строительство еще 3 малых залов. Это напротив Дома культуры есть объект, который будет строиться. Там же будет развлекательный центр, детский центр и магазины. Кого пригласили на первый показ, так это, конечно же, и детей. Вместе со взрослыми они за героями любимых фильмов наблюдали на большом экране. «3D-кинозал», открывшийся в эти выходные в Урус-Мартане, это еще и подарок жителям соседних Сунжинского и Ачхой-Мартановского районов. Как говорят местные власти, места хватит всем. Кинозал рассчитан на 700 человек. Алевтина Бонадыкова, Халид Носаев и Дени Хавхаров. Новости. Если в кинотеатре смотрят на голливудских звезд, то жители Урус-Мартана наблюдают за настоящими. Салауди Асиев собрал телескоп, с помощью которого описывает небесные явления. Интерес к звездам у него еще со школьной скамьи. С тех пор он сделал множество различных приборов и зеркал. О чеченском Галилео расскажет Алхазур Керимов. Так, основной прибор. Телескоп. Вот сейчас он увеличивает 80 раз. Салавди Асиев показывает свое главное богатство – телескоп. Он собрал его еще в конце 80-х годов из подручных средств. Однако процесс не стоит на месте. Свое изобретение он неоднократно совершенствовал. Это не 1 месяц, не 1 год собрать инхумшьяцуш. Вот это я достал на металлобазе. Гала в Грозном. Эрхумш эйс вырезать. Есть цац приспособление. Эйс ала шатун мотоциклетный шатун. Цуной не эрхум. С его помощью Салауди наблюдал множество астрономических явлений, но это не лучшее его изобретение. Со своим самым большим телескопом астроному-любителю пришлось распрощаться. У меня был 250-миллиметровое зеркало, 1,60 м длина трубы, труба инза ёлшу, сохранилась. Цун зеркало чудил шел основание ёлшу этчуа. Галер бежен цвелхави анцак антвар из диячуаш. Отцу эдас викцандина тивян делан Салауди. Накрытый летчер. Убери вот это, а то самолет может подумать, что это пушка или еще что-нибудь. Небо для него стало частью жизни. Любит долго наблюдать за Сатурном и Юпитером. Но все же красота звездных полей, по мнению Салауди, не сравнится ни с чем. Я пересмотрел все на небе. Галактики, планеты, Луну, кометы, астероиды. Крупные, правда. А вот в данный момент, я наблюдаю Солнце. Для наблюдения за Солнцем он соорудил телескоп с затемненной оптикой. Свой самый первый телескоп Салауди собрал еще в школьные годы. Даже зеркало для своих изобретений он делает сам. Один из первых телескопов был вырезан. Вот я 1000-я часть миллиметра, микрон. Вот если от этого микрона сделать еще 10 частей, вот точность, это вдохали еще. Они не могут иметь ни ямы, ни бугры. Салауди не стал делать астрономию смыслом жизни. Вот уже 38 лет он работает водителем в Нурэнерго. Каждый день проводит за рулем советского микроавтобуса УАЗ, ну а свободное время опять возвращается в звездное небо. Алхазур Керимов, Муслим Типаев, Абубакар Абазов. Новости. Неизвестный ученый, покоривший Олимп науки. Так говорят о чеченском физике Ахмеде Цыбиеве. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. В День российской науки в нацбиблиотеке прошел вечер памяти непризнанного гения. Цыбиев – единственный представитель войнахов, являющийся автором научного открытия, внесенного в книгу «Открытия советских ученых». Им изобретены уникальные конструкции генераторов и предложены оригинальные подходы в изучении этих механизмов. Цыбиев погиб в 2000 году, но до сих пор его исследования направляют современных ученых в научной деятельности. Радиоэлектроника – это настолько серьезная, настолько сложная профессия, что необходим талант, большое упорство, желание заниматься этим. Он был очень требователен, особенно в учебе, в поведении.
А теперь к новостям спорта. В Шатойском районе завершились двухнедельные совместные сборы бойцов ММА из спортклуба «Ахмат» и лучших тяжеловесов мира по смешанным единоборствам. Об условиях горных тренировок и ближайших спортивных планах сборной Чечни в репортаже Адлана Дудаева. Шатойский район стал новой точкой сборов для чеченских бойцов ММА и спортклуба «Ахмат». Чистый горный воздух и богатая лесом местность благотворно влияет на общее физическое состояние спортсменов. Каждое утро команда бойцов ММА и спортклуба «Ахмат» начинается с пробежки, разбивка по парам, бой с тенью, шлифовка техники ударов. Мы приглашаем лучших специалистов, лучших спарринг-партнеров. У нас очень амбициозные, далеко идущие планы. Бойцы клуба «Ахмат» должны быть представлены в UFC, в Беллаторе. Все это, конечно, благодаря помощи и поддержке главы республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который является основателем клуба. Так, здесь взял, разорвал. Раз, два, три. И снова борюсь. Для себя, как дополнительное задание, ищите место, положение. Эффективная защита и правила болевых приемов. После пробежки в зале спортивной базы в Шатое молодые бойцы продолжают обучение у известных российских тренеров ММА. Ребятам показывают весь арсенал секретов ударной и борцовской техники. В горной местности, конечно, здесь другой воздух, более чище воздух, и его меньше. И на этом фоне, конечно, многие бойцы специально тренируются в горах. Приятно, что ребята от души тренируются, они все схватывают, они, даже когда я проводил свою тренировку в парах, каждый хотел со мной поработать в парах. Все 14 дней тренировочных сборов в горах Шатойского района были разбиты на 5 фаз. День борьбы, клинча, ударной техники, работа на снарядах и спарринги. Свои знания показывают чеченским бойцам легендарный тяжеловес ММА в России Сергей Харитонов. Мы должны передавать свои навыки, передавать свой опыт, мастерство, потому что ребята сегодня тренируются здесь, выступают на местных турнирах. Завтра они будут представлять Россию на международном уровне, на мировых аренах, в Америке, в Европе. Так что мне приятно тренироваться в нормальной, дружественной, здоровой обстановке. Магомед Бибулатов, четырехкратный чемпион мира по кик-джитсу, воспитанник РСК «Ахмат», успешно выступает на мировых боях по смешанным единоборствам. Американская организация UFC, лидер в мире ММА, уже планирует подписать с ним контракт этой весной. Dik trener bu maso udarne borba da fizika yoycha dik trener balina qar qatsoni qar shayn khu tun goita qagar payt havito izvestan baytsa shko deres khulal darson Ramzan Ahmatovich unda tuya shu postoyan tuqos bosh hada shade qaplacho desha командиру Абузай Дусмурада tujo godotun deres khulta. Молодые бойцы получают на горной спортивной базе и специальное питание. Меню разработано спортивными диетологами. Это весь комплекс витаминов, белков и углеводов. После завершения сборов команда готовится уже к весеннему чемпионату ММА в Грозном и выездным поединкам в Грузии и США. Адлан Дудаев, Муслим Типаев, Дауд Куруев. Новости. И в продолжении темы в Толстоюрте состоялся бойцовский вечер, в котором приняли участие спортсмены со всего региона. Республиканский турнир по смешанным единоборствам ММА проводился в рамках фестиваля боевых искусств. За поединками наблюдал и Хамзат Аюбов. В таком большом составе бойцы разных клубов собираются в этом году впервые. Республиканский турнир по смешанному боевому единоборству ММА как разогрев перед стартующим сезоном. Уже в марте спортсменам предстоит биться на чемпионате Чечни. Ну а пока лучшие юниоры региона спорят первые медали в новом 2015-м. Каждый клуб выставляет своих лучших, потому что это, как говорится, престиж клуба и лицо. Это первый турнир. В этом году запланировано несколько. В этом году у нас календарный план такой более обогащенный. Абсолютной весовой категории плюс 93 килограмма. Претендентов на Кубок чемпиона только два. Первый выход и сразу финал. Абдул Ахматов, представляющий клуб «Ахмат», выходит против бойца Беркута. За последним остается первый раунд, но во втором Абдул берет инициативу. Победа техническим нокаутом. Была вера в себя, ну и, естественно, было волнение.
Каждая победа это считается как бы для себя большой победой. База бойцовского клуба «Беркут» в Толстой Юрте приняла 94 спортсмена. Из них в финальный день соревнований осталось меньше половины. Фестиваль «Боевое искусство», в рамках которого и проходит сегодняшний турнир, направлен на развитие спорта в регионах. И фестиваль уже дает свои плоды. Если в прошлом году на подобном турнире участвовало 12 команд, то в этом году их количество возросло до 17. Республиканский турнир по ММА не первое мероприятие, которое прошло в рамках фестиваля. Фестиваль боевых искусств подразумевает собой все виды спорта, которые у нас в республике представлены, именно единоборств. Проходил турнир по тайквондо, по кикбоксингу, сейчас дальше у нас ММА проходит, дальше еще будет в апреле месяце проходить турнир по К1. После нелегких финалов призеры поделили 12 комплектов наград. Вручил медали и кубки президент Чеченской Федерации ММА. Весях Камалдович, достойный бойцы Шабар, Дейл Кахитам, Алхабял, первый лидер. В завершении бойцовского вечера и победители, и проигравшие вместе поднялись на подиум для совместной фотографии. К спортсменам присоединились и тренеры. На дружной ноте бойцы и наставники разъехались, чтобы готовиться к следующим стартам на ринге. Хамзат Аюбов, Хаважи Мунаев, Тамерлан Арсанукаев. Новости. Победитель 26-го Гран-при Иван Ярыгин Расул Джукаев вернулся на родину. Чеченского чемпиона встретили еще в станице Орджоникидзевская. На встречу поехали друзья и тренеры спортсмена. Уже в Грозном Расула поздравил министр спорта Чечни. Напомню, на Ярыгинском турнире в Красноярске Джукаев выступал в весовой категории до 70 килограммов. В финале ему противостоял иранец Саид Адашпур. Равенство на ковре сохранялось лишь до конца первого периода, после которого поединок прошел уже под диктовку чеченского борца. В итоге убедительная победа со счетом 9-2. Specialist حديث как мини чемпионат мира сан yok результаты секунд результат. Тана война почти до что дикар что беш по тидамти варайна материально масала беш тидам وين تدلون ديقر حسن والوان وسبورتسمنو تانا حيدك сан результаты это дел غيتامبو. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале Грозный.